Это единственная львица в мире, которая кушает осетинские пироги. Если в душе человек не любит животных, ему здесь делать нечего. Вот зайка, например, любит целоваться, когда к ней подходишь. Да, зайка? Да? По-моему, она даже думает, что она человек. Я надеюсь, что все будет хорошо и у меня, и у них. В мои непосредственные обязанности входит то, чтобы поддерживать порядок, чистоту, чтобы все животные были здоровы, сыты. И, в принципе, немного развить инфраструктуру зоопарка. Зоопарк – это как второй дом. Когда ты с ними начинаешь, уже не первый год их, когда знаешь, когда видишь, что они тебя узнают реально, это уже получается так, что ты чувствуешь за них на себе какую-то ответственность. Что побуждает на дальнейшие действия, как бы улучшить их пребывание в зоопарке. У них у всех свой склад характера. И как бы, чтобы сказать, что вот кто-то любимчик, все они любимчики, они все по-своему интересны. Вот зайка, например, любит целоваться, когда к ней подходишь. Да, зайка? Да? Ну, сейчас ее больше хлеб интересует. Здесь вот недавно мы завершили строительство загона для страуса. Как только мы его сделали, сразу же вечером запустили. И прям вот чувство гордости было такое, что ты понимаешь, для чего ты это делал. Он до этого содержался в птичнике, клетка там небольшая, 2 на 2 примерно. Но когда мы сделали это, сюда зашел, у него здесь и трава под ногами свежая, которую он, если что, поклет. Если в душе человек не любит животных, ему здесь делать нечего. Если он как бы не расположен к общению с животными, это не его дело, не его работа, это не его. Сюда должно человека тянуть. В основном здесь пожилой персонал. И одно время был такой случай, когда мы залез я, в общем, на виноградник и начал собирать виноград. И слышу, сзади дети играют с верблюдом. Тут лев зарычал. Я посмотрел на все это, да, и вот тем, что заманивают в баптистских книжках, вот рай, то, что показывает, если убрать клетки, то, в принципе, я так считаю, для пожилого человека вот, лучшего занятия в старости не придумаешь. Здесь многие могут сказать, клетки маленькие, еще что-то не хватает здесь. Да, это все так, но здесь животные на самом деле, они находятся, как бы, большинство в лучшей участи, чем их ожидало. Они же не пойманы на природе, это в основном
те животные, кого дома держали, и потом, как они начали расти, по мере того, от них избавлялись. Есть цирковые животные, которые из-за возраста избавились. Лучше будет сказать так, здесь есть только 3 вида, которых купили и привезли с другого зоопарка, за которых деньги отдали. Остальных всех привели люди. Гуля у нас специфичная. Все, не ревнуй, Гуля, не ревнуй, тебе достанется, тебе. Без хлеба может и не подойти. Начала ревновать к ослику Обаме, их недавно разместили в одной клетке. Да, Гуля, девочка, да? Все, остановись, все, не злись на него, не злись. Иди отсюда, иди к себе. Все, девочка, на. Помимо того, что у нас есть травоядные животные, у нас еще и содержатся хищники. Особой подготовки, чтобы войти в клетку к хищникам, это, в принципе, персонал, это те люди, которые их кормят. А как мы знаем, как мужчина покупается через желудок, так же и животные. Кто их кормит, они всех признают, они всех помнят, знают. И, в принципе, по большому счету, дают понять, они не разговаривают как люди, но дают понять, что вот сейчас меня можно тронуть, сейчас со мной можно поиграться, или нет, я не в настроении. Кроме, скорее всего, медведя. И у медведя очень тонкая грань, и она не очень понятная между тем, как он нападет и когда он в хорошем настроении. Да, Мехти? На самом деле здесь меня интересовали эти вопросы биологии, там. Потом спасибо каналу Animal Planet, Discovery. Сейчас это уже со специальностью, с работой связано. И ты начинаешь вот те знания, которые там увидел, потом на практике их замечать, что, как происходит. И уже ты не как обыватель смотришь на это, а уже понимаешь, с чем связано тот или иное поведение животного. Здесь у нас находится львица Клеопатра. Ее также сдали. Оставили, дома кто-то содержал ее, оставили, потому что у нее задние ноги отказали. Наш ветеринар ее выходил, и она с детства ее на руках таскали. Это, наверное, единственный лев в мире, Кися. Это единственная львица в мире, которая кушает осетинские пироги. Такого случая вообще нету, нигде зафиксировано. Да, Клёпа? Ложись, девочка, ложись. Любит понежиться, она любит руку, любит, когда ее полоскают. По-моему, она даже думает, что она человек. Вот такие вот несложные правила, если соблюдать, то можно находить общий язык с дикими животными. И на этом у нас как бы обход завершается. Я надеюсь, что все будет хорошо и у меня, и у них.